ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان. ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش. الله أكبر الله أكبر. يا إله الكون قد أسلمت لك. يا إله الكون قد أسلمت لك. يا إله الكون قد أسلمت لك. رب فاغفر زلتي ما أحكمك. Наши дорогие, уважаемые гости из числа немусульман и студенты, мы благодарим всемогущего Аллаха за возможность разобрать волнующие нас темы и провести настоящий диалог. Мы благодарим Его за то, что у нас есть возможность задавать вопросы, которые помогают людям разных вероисповеданий и идеологий взаимодействовать и относиться с терпением друг к другу. И мы молим, чтобы наша сегодняшняя встреча послужила продвижением вперед своего рода предложения, стала причиной для разъяснения суждения о Коране и этой цивилизации, и о Коране в прошлых цивилизациях, и того, что Коран будет играть главную роль в будущем этой планеты. Мы молим Аллаха Свят Он и Велик, чтобы сердца и умы тех, кто является моими оппонентами по вопросу Корана, тех, кто, видимо, имеет ложные убеждения по поводу ислама и мусульман, мы надеемся, что как минимум ваши сердца и умы раскроются, потому что если они будут не открыты, вы не сможете получить даже то, что планировали получить. И мне хотелось бы начать, озаглавив название нашей сегодняшней темы, как «Преемственность Корана в современном обществе». И начать мне хотелось бы с небольшого введения, потому что есть некоторые самопровозглашенные, так сказать, эксперты из числа немусульман, люди, которые просто сами себя избрали, сами себя назначили и преподнесли людям свои взгляды только потому, что они представители СМИ, или потому что они люди, имеющие какую-то научную степень, или люди, которые смотрят на ислам со стороны, люди, имеющие свои субъективные исторические взгляды на ислам, люди, кто даже по каким-то причинам повинуется предубеждениям по поводу ислама, они выдвинули свои собственные взгляды. И нас сегодня вечером собрал и подтолкнул к этой встрече такое заявление. Они выдвинули это утверждение о том, что Коран выступает против прогресса, что ислам и Коран — это заблуждение для современного общества, что ислам и Коран с регрессивным характером и идеями упадочного характера вторгаются и загрязняют западную цивилизацию. Вот что они заявляют. И наш соотечественник, человек, мистер Фред Найлз, или кто-то из членов его семьи, открыто говорят об этом. И они хотели провести что-то вроде собрания для установления такого рода убеждений в умах людей. И таким образом сформировать предрассудки и антиобщественные чувства и недоверие исламу, мусульманам и Корану. Что же, когда нам стало об этом известно,
Хотя наш голос и слаб, у нас нет газет, мы не владеем какими-либо видами средств массовой информации, мы не имеем профессионалов. За счет этого у нас очень слабый голос. Но мы сразу предложили ему: «Мистер Найлс, если вы сами придерживаетесь такой позиции, почему бы вам не провести пресс-конференцию перед зданием парламента или в большом актовом зале, в любом месте, где мы сможем встретиться? Мы бросаем вам вызов, вашим взглядом». Итак, мистер Найлс, он подумал, что он утка, которая сидит в воде. И он сказал: «Хорошо, с большим удовольствием». Он назначил время, он назначил место, однако сам он не пришел. И я вполне могу это понять. Мистер Найлс не хочет быть разоблаченным. Он заботится о делах, так чтобы не вышло так, как он не ожидал. Он не хочет быть разоблаченным, поэтому он посылает заместителя. Так что если этот заместитель проиграет диспут, он может сказать, что тот человек просто не выполнил работу, как я ожидал. Но мы хотим видеть здесь мистера Найлза, таких людей, как Джон Клири. Мы хотим видеть кого-то из этих дикторов радио, которые сидят со своими микрофонами и говорят разные вещи, как мистер Алекс Джонс. Людей такого круга. Вот этих людей мы хотим видеть. Мы хотим встретиться с ними публично. Мы хотим вызвать их на публичные дебаты в очень достойной и сдержанной форме, в очень профессиональной атмосфере. Вот что мы хотим сделать. Потому что люди на протяжении истории, когда собирались вместе на основе взаимного уважения и расположения друг к другу, при свидетелях, с должной объективностью, достоинством, они выдвигали свои доказательства, то правда всегда находила способ показать себя. И мы, конечно, чувствуем, что Коран, чувствуем, что ислам, что их ресурсы, их история имеют достаточную базу правды, которая может быть преподнесена остальному миру для объективного, так сказать, анализа. Большое спасибо, брат. Вообще, это очень хорошо, когда аудитория помогает. Итак, мистер Найлс назначил дату и день. Он уполномочил заместителя встретиться с нами в здании парламента и обсудить с нами преемственность Корана в современном обществе. Однако, как бы то ни было, в течение 7 дней или 6 дней после оговоренной даты его заместитель так и не появился. Я подумал, что мистер Найлс не собирает завтра людей для того, чтобы возразить нам. Я подумал, что мистер Найлс получил хорошую возможность, что он оставит эти темные коридоры, интервью на радио, вот эти места, где они рассуждают об исламе, метают свои стрелы, так сказать. Я подумал, что мистеру Найлзу будет приятно встретиться с кем-нибудь, кто, возможно, не будет иметь его уровень общественного статуса, так как он представитель парламента, не так ли? Но, к сожалению, так не получилось. В общем, мы решили, что правильным в этой ситуации будет собрать аудиторию слушателей, людей, которые способны выйти просто так, из любопытства. Мы решили, что будет правильным взять ту же самую тему, выйти и адресовать определенные вопросы, с которыми мы обратились к мистеру Найлзу и его заместителю, имея возможность поговорить с ними. Конечно же, мы понимаем, что в том формате, в парламенте у нас не было бы достаточно времени, 30 минут на то, чтобы сформировать обращение, 15 минут, чтобы сделать вывод, и мы бы не справились, так как мы можем сделать это сегодня вечером. Так что если вы будете терпеливы по отношению ко мне, что я постараюсь сделать в первую очередь? Так это дать вам введение. Почему нам нужно обсуждать эту тему? После этого мы поговорим о том, что я считаю аналитическим подходом. И в конце вы сами определите, имеет ли Коран законодательную силу. Обладает ли Коран способностью быть примененным? Необходимо ли присутствие Корана и его применение в западной цивилизации? И эти самопровозглашенные эксперты из числа немусульман в области ислама, у них у всех есть определенная карма. И первое – это невежество насчет ислама. Это явное невежество относительно Корана. Они что-то знают о мусульманах, я согласен с этим. Не нужно много сил для того, чтобы узнать мусульман. Отправляйтесь и посетите 23 разных мусульманских страны. Посмотрите, какие они. К сожалению, я должен с этим согласиться, что в некоторой степени я сам посетил 20 из 23 стран, где большинство составляют мусульмане. И я должен согласиться, я разочарован, что мусульмане в результате культуры, этнического аспекта, языка, индивидуализации, непонимания, экстремизма и других явлений
Во многих случаях они сами послужили всему миру плохим примером. Неправильное представление. Иногда мусульмане сами встают на пути. Иногда мусульмане сами дают неправильное толкование, неправильную картину и неправильное представление. Искажение. Это делают сами мусульмане. Следовательно, если кто-нибудь желает посетить мусульманские страны, если кто-нибудь хочет судить ислам по мусульманам, то я соглашусь, что во многих случаях мы столкнемся с неправильной формулировкой. Как бы то ни было, объективно любой, кто хочет проверить цивилизацию, науку, каждый, кто хочет проверить, он не рассматривает цивилизацию и науку посредством людей, которые называют себя определенными именами. Мы увидим, что если бы мы были способны оценить всех людей Запада, будь то американцы, будь то британцы, будь то австралийцы, будь то новозеландцы, будь то это люди с любой западной страны или с Евросоюза, если бы нам нужно было составить о них суждение посредством того, что мы видим внутри этих обществ, то мы бы составили неправильную оценку. Для того, чтобы составить мнение об этой цивилизации, нужно исходить из того, что она делает. Итак, они обладают негативными особенностями, одним из которых является явное невежество о фактах, связанных с Кораном, так как они не говорят на арабском, хотя Коран был ниспослан на этом языке. Они не знают многих наук, которые должен знать человек, чтобы иметь хорошее понимание и анализ Корана. Другим недугом, которым они страдают, это искаженные факты, причем явно. И их не волнует искажение этих фактов. Они хотят только лишь владеть определенным местом в средствах массовой информации и наполнять уши людей этим мусором. Потому что мы, мусульмане, отчасти это наша вина. Когда они говорят что-то в своих СМИ, нам нужно отвечать в наших СМИ, что это неправда. Вот доказательства. Но, к сожалению, мы работаем очень медленно. Но исламские вещательные компании работают на уравновешивание этого баланса. В общем, мы можем говорить один на один, лицом к лицу, с глазу на глаз, что мы можем проникать в дома, в сердца, в умы людей. Можем сказать: нет, это неправда. Мы можем исправить искаженные данные правдой. Другой момент — это то, что они обладают ненавистью, которая ослепляет их объективность. Любой из вас, кто знает, что если вы питаете ненависть к какому-либо человеку, то она ослепляет объективность к его ценностям и правде. Поэтому ненависть не должна быть руководящим фактором, и она не должна быть элементом, когда вы критикуете каждого со всех сторон. Другое явление — это то, что они укрепились в своей нетерпимости, проявляя бескомпромиссность. Это означает, что если ты говоришь с ними, то нет компромиссов, нет баланса в нас, нет блага в нас, нет блага в Коране, нет ничего хорошего в исламской цивилизации, нет нужды в мусульманах. Просто убирайтесь. Убирайтесь отсюда. Это Австралия, это Соединенное Королевство, это Америка, это Новая Зеландия, это Европа, это наша страна. Просто уходите. Но мне хотелось бы напомнить им, это ведь было не так давно, прошло ведь не так много времени с того момента, как эта страна еще не называлась Австралией. И эта группа людей, которая жила здесь, проживала здесь изначально, которая, возможно, имела право сказать австралийцам: уходите, это наша страна. Нам не нравится ваша культура и ваша цивилизация, которую вы показали нам и навязали нам силой. Уходите. Но те люди, к сожалению, слабы, они подавлены. Они не могут сказать той цивилизации, которую мы называем сегодня Австралия, уйти. И поэтому австралийская цивилизация, люди, которые говорят от ее имени, они не имеют права говорить ни одному гражданину или гостю, которые живут в рамках закона, которые цивилизованы в своих отношениях, которые выставили приоритетом достойные действия и образ жизни. Люди, которые являются налогоплательщиками, люди, которые являются домовладельцами, бизнесменами, студентами, они не имеют права забрать нашу религию, наши ценности и сказать, что нам следует уезжать. Они должны обеспечить умеренную позицию. Умеренная позиция значит область,
где два противоположных мнения могут сойтись вместе и поговорить, и увидеть, до какого уровня компромиссов и соглашений мы можем дойти, чтобы мы жили вместе с достоинством и пониманием. Другая проблема наших оппонентов — это то, что они отказываются признавать, что западная цивилизация испытывает апокалиптическую дисфункцию. Те из вас, кто являются студентами факультетов социологии или факультетов психологии, вы понимаете этот термин. Апокалиптический означает в смертельных дозах. Дисфункция — это социальная, психологическая, аморальная дисфункция, психозы. Психозы говорят о том, что они достигли уровня бесконтрольности в своем поведении. Следовательно, западная цивилизация нуждается, так же, как у нее это было в прошлом, в реформации и в новой морали. В чем я сказал, она нуждается? В реформации и в новой морали. И вот здесь приходит Коран. Это явно очевидно. Это более чем допустимо. То, что современная цивилизация нуждается в Коране. Потому что та же нужда в Коране была и 1500 лет назад. Именно так Коран вывел вперед цивилизацию, которую мы видим сегодня. И вы, конечно, можете спросить себя, как это Коран вывел вперед цивилизацию, которую мы видим сегодня. Мы говорим об этом. И я объясню свои утверждения. Так как мы собираемся разобрать вопрос, может ли быть Коран применен в современной цивилизации, и ответить на него. Основа этого то, что Коран — это книга, это откровение, книга вдохновения, книга законодательства. Если за ней следовать, она реформирует человека, она реформирует его семью, она изменит общество, она изменит власть, она изменит правительство, она выдвинет вперед идею мировой морали. Потому что в конце концов плохое и хорошее определяется чувством морали. И Коран выдвигает вперед утверждение, что всемогущий Аллах установил в человеке фитру, природное чувство определения, что хорошо, а что плохо. И если человек познает Бога, он будет на пути к морали. И Коран приносит эту новую мораль, которая нова, даже спустя 1500 лет. Она и тогда была новой, и она новая в наши дни. Сегодняшнее наше обсуждение — это своего рода опровержение несправедливых посягательств на репутацию ислама как мировой религии. Наше заявление заключается в том, что Коран — это священное откровение и Писание, и мы утверждаем, что Коран как в прошлом, так и в будущем будет обеспечивать человека прогрессивным, динамичным источником для решения своих самых критических вопросов. Мы заявляем, что Коран может решить самые очевидные и новейшие проблемы человека. Какие? Саморазрушение и разрушение окружающего мира. Мы здесь не говорим о связи с культурой, об общем с арабами, азиатами и африканцами, отдельным человеком или с какой-либо определенной идеологической группой. Нет. Мы заявляем, что мы верим. Мы говорим о Коране. Мы говорим о божественном ниспослании, о божественном вдохновении всемогущего Аллаха Свят Он и Велик и законодательстве, которое спасет человечество от нависшей опасности, которую каждый из нас может увидеть. Вам не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что мы в опасной ситуации сегодня. Мы на грани самоуничтожения, на грани экологической катастрофы. И я предоставлю вам небольшую социологическую статистику стран западной цивилизации, чтобы разъяснить последнее утверждение. И позвольте мне вернуться на несколько минут назад. Саморазрушение и разрушение окружающего мира. И в общем, идея о том, что мы — элементы апокалиптической дисфункции и психоза. Давайте двинемся дальше. Общественная статистика, представляющая главные западные страны западной цивилизации, потому что критика в наш адрес, утвержденная критика людей, ответственных за подобные слова, в наш адрес, они всегда говорят о западной цивилизации так, как будто бы она самая славная, святее, чем вы. Я имею в виду, каждый должен ассимилироваться.
что мы должны ассимилироваться, что мы должны немного подождать, мы должны это, мы должны то. Нет. Как граждане мы должны повиноваться закону. Но мы не должны воспитывать все ценности общества лишь потому, что мы тут живем. Это неправда. Потому что есть ценности, которые не являются хорошими, и мы поговорим о них. Некоторые части общества западной цивилизации пришли к финишу. Эксперимент провалился. И кто-то хочет взять все это под контроль. Кто-то внедряет массивный вредный контроль. Вот об этих утверждениях мы и поговорим. Мы говорим как мусульмане. Не все мы, потому что не все из нас мусульман на самом деле являются таковыми, но те из нас, кто знает, те из нас, кто искренен, кто-либо из нас, кто изобретателен и на правильном пути, те из нас, кто силен и правилен на интеллектуальном уровне, способен руководить и принимать ответственность, и давать пример. Те из нас, кто понимает ислам, те, кто выдвигают вперед примеры и образец ислама, мы можем объявлять о своих предложениях. Зачем это? Давайте взглянем на некоторую статистику западной цивилизации. Голая тревожная статистика. И статистика, которую я собираюсь привести, была взята из смешанного источника, включающего в себя Всемирную организацию здравоохранения, Международную амнистию, ФБР, UK Home Office, Scotland Yard, Интерпол, Энциклопедия Британика. И если кто-нибудь из вас скажет, да откуда вы вообще все это взяли? Именно из этих источников. Вы можете ее взять, если вы пошлете нам электронное письмо, мы вышлем вам 40 или 50 разных ссылок, откуда мы взяли эту статистику. Первое — это вопросы, которые нуждаются в рассмотрении. Потому что если их не рассмотреть, то это будет частью надвигающейся на нас гибели и разрушения цивилизации. Первое — это алкоголь и никотин. Взгляните на цифры. Алкоголизм — это проблема номер один во всем мире. Я сказал номер один. Алкоголизм разрушает жизнь, забирает жизнь, потребляет жизни. Забрал жизни людей за последние 20 лет больше, чем все войны за последние 100 лет. Давайте займемся статистикой. 40% населения Америки, если вы понаблюдаете за населением Америки, то вы поймете картину всей западной цивилизации. 40% населения Америки, а это примерно 200 миллионов 800 тысяч человек, 40% из них употребляют алкоголь каждый день. 40% из них употребляют алкоголь каждый день. Это приблизительно 120 миллионов человек. 66,5 миллиардов долларов было потрачено на алкоголь в США за один год. Я сказал 66,5 миллиардов долларов. 5% тех, кто принимает алкоголь, становятся алкоголиками. Это значит, что где-то 14 миллионов человек в Америке, как минимум 14 миллионов. Другая статистика говорит о том, что 10% населения алкоголики. 17 тысяч смертей на почве алкоголя в Америке за год. Если вы умножите 17 на 5, 5 и 7 это 35, 5 и 10 50, получается 85 тысяч. Получается, что от алкоголя умерли больше людей за последние 5 лет, чем умерли от Корейской войны и Вьетнамской войны вместе взятых. Курение. Это проблема номер 2. 1 из 5 курильщиков умирает от сигарет. Человек умирает от курения каждые 8 секунд. 3 лидирующих производителя сигарет и алкоголя — это Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Япония. Лидеры современной цивилизации. Так, давайте перейдем к наркотикам. Вы, конечно, можете устать до того, как мы закончим, но я не могу не выполнить свое дело. Если вы наблюдатели, вы должны предоставить мне шанс выполнить свой долг. Потому что у меня нет радиостанции, у меня нет телеканала, у меня нет газет. А завтра в другое время другие люди, оппоненты, исполнители, которые говорят то, что они говорят. У них много времени, а у меня его мало. Поэтому я прошу вас потерпеть меня сегодня ночью. Потому что я вверяю вам свое дело. Склонность к наркотикам. Каждый год
В Соединенных Штатах Америки тратится 78 миллиардов долларов на наркотики. Так что давайте теперь посчитаем. 66,5 миллиардов. Те из вас, кто экономисты, сложите эти цифры и скажите, какая у нас выходит экономия, и почему мы платим такие большие налоги. Как я понимаю, большинство из вас здесь, в Соединенном Королевстве, в Америке, мы тратим 30% наших денег на что? На налоги, не так ли? Я удивлюсь, если мы искореним использование наркотиков. Если мы искореним использование никотина, это 150 или 160 миллиардов. Этого достаточно, чтобы оказать помощь 18 странам мира. Идем дальше. 78 потрачено на нелегальные наркотики. Более 6 миллионов смертей по причине наркотиков в Америке за каждый год. Если быть точным, 6,2 миллионов смертей в Соединенных Штатах. А как насчет Западной Европы? Как насчет остальной западной цивилизации? 7,3 миллионов американцев в настоящее время наркозависимы. Давайте теперь поговорим об убийствах. Это западная цивилизация, о которой мы сейчас говорим. Мы не говорим о третьем мире, потому что некоторые люди, которые слышали о том, что мы враждебны, обвиняют нас. Они хотят сказать, что мы террористы. Мы мусульмане-фанатики. Мы мусульмане-экстремисты, мусульмане взрывные люди. Такие люди войны. Мы воины. Такие монголо-татары. Если вы отправитесь к ним в страны, вы знаете, что произойдет? Они вас могут просто похитить и убить. Или что-то в этом роде. Давайте теперь посмотрим на статистику убийств в западной цивилизации. 34 тысячи людей бывают убитыми каждый год в США и Канаде. 34 тысячи. О, я прошу прощения. В США, Канаде, Евросоюзе, Великобритании, Австралии и Японии. Так, наверное, будет лучше. Давайте посмотрим на цифры насилия. Насилие происходит каждые 2 минуты. Так что если мы тут останемся на 1,5 часа, это означает, за это определенное время 45 женщин подвергаются насилию. И это где? Это не в Бангкоке, это не в Таиланде, не в Саудовской Аравии, не в Египте и не в Афганистане, не в Пакистане. Мы говорим о западном мире. 354 060 или 70 изнасилований происходит каждый год в западном мире. Доклад ООН говорит, что 1000 происходят каждый день. Разве не так? 72 из 100 тысяч женщин во всем мире будут изнасилованы. Самоубийство среди молодежи. 1 смерть за каждые 40 секунд. В результате самоубийства или содействия в самоубийстве. Давайте вернемся немного назад. 1,5 миллиона людей умирают каждый год в результате самоубийства или из-за содействия в самоубийстве. 1,5 миллиона человек, живущих в западном мире, которые имеют все признаки успеха. Современные технологии, науку. Почему люди, которые имеют все, в чем они нуждаются? У них есть микроволновки, микрофоны, телевизоры. В западном мире люди больше платят за кошек и собак, чем дают людям. Почему люди совершают самоубийство в более высоких темпах в этой части цивилизации, чем это происходит, например, в Эфиопии или в Дарфуре? Чем это происходит в каких-нибудь других местах, где живут неимущие? Грабежи. 413 402 грабежа в Западной Европе каждый год. В общем, это приблизительно 1200 каждый день. Давайте поговорим о педофилии. Это относительно новый вид преступления, но он стал растущим преступлением. 29% жертв сексуального насилия были подвергнуты насилию членами семьи. 72% жертв сексуального насилия в Западной Европе были в возрасте до 25 лет. Среди всех лиц мужского пола Австралии больше всех подверглись насилию мальчики до 14 лет. Ни одна другая группа не подвергалась насилию и не становилась жертвой сексуального насилия так часто, как девочки в возрасте от 8 до 10 лет. Посмотрите на статистику, давайте поговорим немного об этом.
Мы не будем вдаваться в детали, потому что мы не хотим поднять ни один позорный факт, который уже был совершен. Давайте поговорим об одном очень значительном факте. С 1995 года по 2005 год 4783 священника были уличены в педофилии. Хотя такое количество и было разоблачено, только 1300 с чем-то были признаны виновными. И хотя они были признаны виновными, только 93 были отлучены от католической церкви или смещены со своих постов. Остальным просто позволили переехать к другой пастве и продолжать заниматься своим делом. Есть статистика, которую вы можете получить так же, как и я ее получил. Она говорит, что 14% от 50 тысяч священников в мире гомосексуалисты. И сами имели как минимум один случай педофилии. Я не говорю, что мусульмане не делают таких вещей. Я не говорю, что некоторые имамы в некоторых местах не делают подобных вещей, но статистика так говорит. Нет явных доказательств утверждать подобное. Я говорю, что это создала католическая церковь в современном мире сегодня. Итак, я хочу в частности. Я не хочу, чтобы люди говорили о терроризме. Я согласен. Видимо, есть люди, которые летающие в самолетах, взрывающие себя. Я не знаю, кто они. Может быть, из Среднего Востока, африканцы или из экзотичных мест. Вы знаете, я согласен. Но это иная форма терроризма, которую принято терпеть. Ее терпят многие общественные институты. Я говорю, что в этом-то и проблема. Другое, что мы можем сказать по этому поводу, что есть две вещи, которые социологи упоминают в связи с этим видом преступления. Вы знаете, что это? Эти две проблемы. Это гомосексуализм и обет безбрачия. Обет безбрачия и гомосексуализм способствовали этой педофилии. И я думаю, что Коран имеет возможность сказать церкви, что мы можем молиться так же, как и вы. Мы можем также разговаривать, мы можем жить бок о бок, но мы хотим вам сказать, что если вы остановитесь, если вы позволите вашим священникам жениться, если вы не будете терпеть этот гомосексуализм, возможно, вы устраните эту проблему на очень серьезном уровне. Этот ужасающий и непередаваемый акт педофилии католической церкви. Домашнее насилие. Домашнее насилие занимает четверть зарегистрированных преступлений, связанных с жестокостью в Англии и Уэльсе. Российское правительство оценивает по-другому. Вы знаете, гигантская цивилизация, которая несколько уступила и отстала на некоторое время. Российское правительство приводит данные о том, что 14 тысяч женщин были убиты своими сожителями или родственниками в 1999 году. Страна все еще не имеет закона, четко регулирующего домашнее насилие. Я думал, что он обратит внимание и примет какие-нибудь меры в отношении этого, но они этого не сделали. Каждая 9-я женщина подвергается ежегодному суровому избиению со стороны своего сожителя, мужчины в западной цивилизации. В 90% насилия дети бывают в той же или в соседней комнате. Похищение детей в 2001 году. Общее число достигло 840 279 человек. Подростки и юноши были объявлены пропавшими без вести в полиции и Национальным криминалистическим центром ФБР. Это свидетельствует о самом маленьком числе запросов о пропавших без вести с 1992 года. ФБР свидетельствует, что в 85 или 90% пропавших без вести юношей, таким образом приблизительно 725 тысяч случаев, или 2000 в день. Исчезновение детей носило настолько серьезный характер, что родители вызывали полицию, чтобы полиция
объявила запрос в базу данных Национального криминалистического центра. Также должно быть сказано, что как бы то ни было, что большинство этих случаев были благополучно разрешены в течение часа. Согласно Национальному центру изучения случаев пропажи, бегства, выбрасывания детей, решающий в США проблемы справедливости обнародовал в 1990 году, что самое большое число пропавших детей убежали, пропавшие, травмированные или пропавшие по тому или иному случаю, затем похищение семей. И в конце самая маленькая категория, та, в которой ребенок подвергается самому большому риску получения вреда здоровью или смерти. Это похищение не членами семьи. Обычно в целях детской проституции. Другие показатели – это проблемы семьи. Знали ли вы, что лишь одна семья из 9 в западной цивилизации завтракают вместе или обедают вместе? Вы знали об этом? Потому что завтрак и обед – это место, когда семья, обычно мать и отец, они обычно обмениваются информацией, где они способны анализировать, где они способны оценивать, где они способны заниматься со своими детьми. Определенного рода полезное время. Если они не завтракают вместе и не обедают вместе, это значит, что стол, за которым они завтракают, и этот обеденный стол, были заменены на Макдональдс, Бургер Кинг, Пицца Хат. И это вы называете прогрессом? Такой путь вы выбрали? Совокупный долг. Знаете ли вы, что каждый родившийся ребенок в западной цивилизации рождается в среднем на 19 тысяч фунтов совокупного долга? Когда они появились на этот свет, 19 тысяч фунтов. Сколько это будет, Мухаммад? Сколько? 57 тысяч австралийских долларов. Итак, когда вы подсчитаете совокупный долг и разделите его на количество жителей, то это долг, который мы разделяем. Вы можете себе это представить? Поэтому у нас такие высокие налоги, потому что мы платим национальный долг. Социологи, мы называем это неплатежеспособная экономика. Экономика, теневая экономика. А знали ли вы о том, что самый сильный вред среди всех экономических преступлений во всем мире? А знали ли вы о том, что теневая экономика – это самый сильный вид среди всех экономических преступлений во всем мире? В прошлом году преступления, которые были связаны с теневой экономикой в западной цивилизации, потому что туда больше всего тянется теневая экономика, это значит, что бизнесмены, преступления, которые были связаны с перемещением. Знали ли вы, что они были ответственны за воровство и кражу 136 миллиардов долларов за прошлый год? И что же произошло, когда их поймали? Только 1 из 12 получил обвинение. Когда их обычно ловят и предъявляют обвинения, их порицают 2-3 года, они кладут свои деньги в офшоры, и когда они выходят, они пишут по этому поводу целые романы. А как обстоят дела с порнографией? Как вам такая картина, а? Знали ли вы, что от порнографии намного больше дохода, чем от бейсбола, футбола, кино? Какие еще другие серьезные виды спорта? Баскетбол? Вы знали, что футбол, теннис? Если вы поставите все главные виды спорта вместе, весь доход, исходящий от них, знали ли вы, что порнография намного более доходный источник, чем все эти виды спорта вместе взятые? Это западная цивилизация. Это бизнес для вас. Поэтому, когда мы говорим о компьютере, я бывал на поисковых системах. Люди, которые контролируют эти блокираторы всплывающих окон. Вы знаете, иногда всплывают окна 4 по 5 штук. По некоторым причинам блокираторы не срабатывают, потому что люди, которые контролируют порнографию, у них ключи есть для взлома блокираторов всплывающих окон. И они проникают в ваш дом с этой мерзостью. Несмотря на тот факт, что вы включили все системы безопасности. Чтобы сдерживать это, но вы не можете сдержать их, потому что у них больше денег, чем у вас и у меня. Совместные усилия США и ООН и западных союзников с 1945 года и по сей день, сколько уже лет прошло? Сколько? За последние 60 лет. Итак, за последние 60 лет, если сбрасывание бомб на граждан, жителей, забирая жизни, разрушая, нанесение ущерба, утрата жизни, разрушение человеческой цивилизации, дестабилизируя их, если все это
как часть определения терроризма, что именно и было. Давайте взглянем на статистику. Одна статистика – число жителей, погибших в конфликтах с 1945 года. Общее число 2700. По-моему, тут должно быть 20 тысяч. Извините, 2 миллиона 700 тысяч 200. 2 миллиона 700 тысяч 200 – это всего лишь цифра, но посмотрите на это как на лица. Как на детей, на женщин, стариков, семьи. Вам нужно посмотреть на них как на настоящих людей. Только так вы поймете сильное воздействие 60 лет. 2 миллиона, почти 3 миллиона человек, чьи жизни были отняты. Мы говорим сейчас о мирных жителях. Мы не говорим о военных. Вы можете взять эту статистику из интернета. Также 15 миллионов получили ранения в этих конфликтах. Кто люди, которые затеяли эти конфликты? Люди, которые сбрасывали эти бомбы, вторгались в страны. Это не был Афганистан. Это не был Саддам Хусейн. Это не палестинцы и не Саудовская Аравия. Это не был Судан. Это не была Ливия. Или не какие-нибудь агрессивные люди. Это не они. Однако это были США и силы ООН, и Западный альянс. Они были соучастниками в этом. Это кровь на их руках. Давайте теперь поговорим о загрязнении окружающей среды. Возможно, самая большая опасность, в которой мы сегодня находимся, это результат загрязнения от производства, которое способствует глобальному потеплению. Это целая проблема. Уничтожение тропических лесов, загрязнение водных систем. Как это называется? Черная дыра. Вот это. Как это называется? Прорыв озонового слоя. Все это реально. Реально дестабилизирует нашу планету и подвергает опасности все человечество, наше будущее. Последний ледниковый период был результатом повышения температуры только лишь на 9 градусов по Цельсию. Если мы продолжим в такой же степени загрязнять нашу окружающую среду, сообщается, что, возможно, в последующих 173 года она может достигнуть того же уровня. Эксперты прогнозируют повышение температуры на 10,4 градуса в следующем веке. Смешение полярного льда с океаном может вызвать подъем океана на 30 футов, затопив каждый прибрежный город на Земле. Первоначальные производители парникового эффекта, которые способствовали глобальному потеплению, находятся в западных странах. Другие вопросы. Подорвавшиеся экономики, переполненные тюрьмы, бездомность, безработица, хронический стресс, распространение ядерного оружия, генно-модифицированной пищи, пандемические болезни, такие как СПИД, который сам был создан в лаборатории. Неужели вы верите в эту ложь про зеленых обезьян? СПИД – это генетически спроектированная болезнь. В этом нет сомнения. Поэтому организм не имеет антител, чтобы бороться с ним. Поэтому он, организм, не может определить его. И у нас есть доказательства, где эта болезнь была выведена и под чьим контролем. Позор этим людям. Но они сделали это. Они сделали это по поводу так называемого населения 2000. Они сказали, что большой опасностью для человечества, западной цивилизации сегодняшнего мира, является население, то есть перенаселение мира. Поэтому они выбрали Индию, Африку, Южную Америку и другие места в мире для того, чтобы сократить численность населения этими средствами. Один из американских президентов, Дуайт Эйзенхауэр, он подписал этот проект. Он работал над этим проектом с тех пор. СПИД был одним из того, что они использовали, чтобы совершить это. И с того момента, как СПИД был запущен, 73 миллиона человек уже умерли. Идем дальше. Проституция. Жарко, не правда ли, да? 1 миллион женщин в западном мире работают проститутками. 1% женщин в Америке работали проститутками в течение 4 лет. 75% заключенных женщин были обвинены по статьям, связанным с проституцией. Однополые браки.
Гомосексуалисты имеют от 20 до 106 партнеров каждый год. Гомосексуалисты составляют 10% населения в западных странах. Это невероятно. Не нужно приписывать это мне. Это не моя статистика. Это статистика, которая составляется высокообразованными людьми, на которых мы опираемся в вопросах демографии. Как этот университет, например. Они составляют эту статистику того, что гомосексуалисты составляют 10% населения в западных странах. 73% гомосексуалистов имеют половую связь с мальчиками до 18 лет. Гомосексуалисты посещают 33% притонов каждый год в западном мире. 4 из каждых 20 женщин практикуют или пробуют лесбиянство как минимум один раз. Аборты. — 124 тысячи абортов совершается в день во всем мире. 1 370 000 только в Соединенных Штатах. 46 миллионов по всему миру. Вам нужно еще раз увидеть это. Просто посмотрите на эти цифры в этой утонченной западной цивилизации, где каждый имеет как минимум 2 машины, гараж, где каждый имеет красивую одежду, каждый имеет красивую обувь. У каждого есть деньги, каждый смотрит блокбастеры, ходит в рестораны, ест какие-нибудь блюда. Джонни в своей комнате имеет свой телевизор, Сьюзи в своей комнате смотрит свой телевизор, у мамы и папы свой телевизор. Почему мы тогда убиваем детей? Почему мы убиваем детей с такой жестокостью? 46 миллионов в год. 1 370 000 только в Соединенных Штатах. 124 тысячи абортов в день. Вы можете в это поверить? Вклад Корана в современную цивилизацию начинается с обращения к некоторым из этих проблем. Я задам вам вопрос. Если какое-нибудь законодательство, какая-нибудь вдохновляющая идеология, какое-нибудь средство, какая-нибудь социальная реформа обратит свое внимание на эти проблемы, и если какие-нибудь из этих мер смогут сократить хотя бы на 10% эти проблемы, будет ли это положительным воздействием? Да или нет? 10%. Таким образом, я говорю, что если люди не могут оценить Коран с точки зрения ума, если они могут лишь оценить его с точки зрения морали, если они могут оценить только лишь с позиции искусства, литературы, цивилизации, давайте посмотрим на него со стороны новой морали. Во-первых, Коран помог миру в прошлом, и также это будет делать в развитии следующих областей: медицины, в области астрономии, в области математики, в отрасли навигации, геологии, физики, социологии, оптометрии, отрасли сельского хозяйства, алгебры, химии. Университеты, в которых мы сидим, его образец пришел из ислама, пришел из Корана. Положение людей, взгляд на состояние единства, которое служит основой для мира, для общества. Эта идея исходит из Корана. Госпиталь, современный госпиталь, библиотека, агентство по местному регулированию. Оно называется Мухтасиб. Что, простите? Мухтасиб. Первое агентство по муниципальному регулированию, то, что мы называем полицией. Первое полицейское подразделение в мире было учреждено Умаром ибн аль-Хаттабом, вторым халифом в исламе. Уголовная система, кораблестроение, международная торговля, производство бумаги. Да, бумага была изобретена в Китае, но ее купили мусульмане.
И из Китая привезли ее в мусульманский мир, а затем в Европу. Поэтому мусульмане сами производили бумагу. Утонченность языка и литературы, законодательство и юриспруденция, общественная благотворительность, распространение свободы, накопление богатства. Это значит, как только страна получает богатство, вместо того, чтобы забирать его у людей, она раздает его, она создает благополучие, и оно распространяет его людям в форме пожертвований. Это как и в некоторых странах. Образование бесплатное. В некоторых странах мира, когда ты женишься, тебе предоставляют бесплатно дом. В некоторых странах мира госпитализация проводится бесплатно. В некоторых странах мира общественные услуги также бесплатны, потому что это называется благотворительностью. Страна становится богатой, и она раздает блага людям, сделав людей самих наследниками распространяющегося богатства. Оно не забирает его у людей и не делает людей разочарованными. Это исламская концепция, кораническая концепция. Договоры, касающиеся войн. Первый договор относительно войн дал нам Коран. И о них сказал наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, что у врагов есть права на нас. Солдаты, военные, у них есть права. Мы должны соблюдать регламент войны, мы не можем делать просто то, что мы хотим. Освобождение рабов. Первый священный текст в мире, который говорит об освобождении рабов, о том, что рабство должно быть устранено, это Коран. Освобождение рабов дает первую формулу претворения этого в жизнь. Защита окружающей среды. Коран — первый священный текст, выдавший предписание, что мы должны защищать окружающий мир, и что мы должны даже защищать животных. Энергия, сельское хозяйство, охрана водных ресурсов – все это принадлежит обществу. Похожее есть и в Коране. Это было взято из Корана. Законодательство, которое говорит, что вода, воздух и энергия никем не могут быть взяты в собственность. Это исламский, коранический закон. Подумайте об этих людях. Правительство не имеет права предоставлять кому-либо монополию на владение энергией, на владение сельским хозяйством, на владение водой. Потому что тот, кто владеет водой, энергией и сельским хозяйством, он владеет людьми. И это нечестно. Разве не так? Коран говорит, что никто не имеет права монополизировать это наследство. В Коране Аллах говорит, и нам, мусульманам, нужно послушать это. Он говорит, и я прочту. И я хотел бы, чтобы наш брат подошел ко мне, и я прочту это. Брат, ты можешь подойти ко мне, пожалуйста? Сможешь ли ты прочесть это на арабском? После чего я прочту перевод. Нет, Ахи, не ты. Наш брат Муаз. Всевышний Аллах говорит, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Но если вы отвернетесь, то он только лишь ответственен за обязанность, возложенную на него, донести послание Аллаха. Если вы ему повинуетесь, вы будете на верном пути. Если вы ему повинуетесь, вы будете на правильном пути. Обязанность посланника только лишь донести послание. Это ясный и открытый путь. На самом деле, это был не тот аят, который я хотел процитировать. Я бы хотел попросить брата прочитать нам правильный аят. Ты видишь, брат Муаз, вот этот? Да. Пожалуйста, бисмилля. Я попрошу брата прочитать этот аят. Это очень важный аят для нас, для мусульман. Это очень важный аят, который говорит, как Коран формулирует свои собственные общественные прогнозы. Пожалуйста, вот это. Да. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Это аят из суры Нур, 22 сура, 55 аят. У нас на экране вышел 54-й, так что мы просто взяли 54-й аят, но нам нужен был 55-й. Тот, который я хочу прочитать вам на английском. Аллах Свят Он Велик говорит в Коране. И это я обращаюсь с этим, в частности, к мусульманам, но в общем и к немусульманам. Так что вы можете увидеть эти пророческие слова, которые говорит Коран о самом себе, о его роли в обществе. Аллах обещал тем из вас, кто уверовал и совершал праведные дела, что Он непременно дарует вам наследование скоро и сделает их настоящими правителями на земле. Это значит, что Он дарует им способность постепенно взять на себя удел правления всей землей. Как Он даровал это тем, кто были до них. И Он даст им власть исповедовать религию, которую Он избрал для них. Это ислам. И непременно Он заменит безопасностью страх, который неверующие вселили в них. Он говорит, если вы будете поклоняться Мне и не будете поклоняться никому наряду со Мной, но кто бы не поверил после этого, то они нечестивцы, ослушавшиеся Аллаха. Здесь основное, о чем говорит Аллах, это то, что почти 1500 лет назад, когда Коран был ниспослан, арабы того времени были просто племенами, живущими в пустыне. Было 3 главных империи, существовавших в то время. Персидская империя, Римская империя, Абиссинская империя. Ведь так? 3 главные империи. Они были правителями мира в то время. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был просто бедуином. Просто арабом, который родился среди бедуинов. Человеком со своими овцами и козами. Эти бедуины ходили по пустыням. Они отправлялись в Йемен, вверх до Ирака. Они выходили по торговым путям через, как их сейчас называют, страны Персидского залива. Проходили сегодняшний Судан, Сомали. Та территория до сих пор является частью Абиссинии. Но они сами не принадлежали никакой империи. У них не было безопасности. Аллах Свят Он Велик упомянул в этой книге, в Коране, почти 1500 лет назад. Он обещал тем из вас, в то время, кто уверовал и совершал праведные дела, что Он непременно дарует им наследство тогдашних правителей земли. Что я хочу вам сказать? Что этот Коран был ниспослан в 610 году нашей эры. И уже в 657 году нашей эры мусульмане захватили Рим, мусульмане захватили Персию, мусульмане захватили Абиссинию. Мусульмане становятся правителями мира, спустя 60 лет, как был ниспослан Коран. Сделал ли Коран это пророческое утверждение? Он это сделал. Свершилось ли это по причине терроризма? Нет, такого не было. Что я хочу сказать? Что спустя 150 лет после этого цивилизация стала настолько сильной, какую еще не видел мир до этого. И мы являемся продуктом этой цивилизации. Это значит, что если бы мы смотрели на это, давайте скажем немного по-другому. Если западная цивилизация – это фрукт, то эпоха Ренессанса – это стебель. Я говорю, что ислам и Коран – это корни. Ислам и Коран стали корнями эпохи Возрождения, а эпоха Возрождения дала корни этой цивилизации. И если они не оценят этот Коран, мы увидим, что фрукт упадет вниз на землю, где лежат корни. Затем корни снова распустятся. Вот такая аналогия. Если это произошло в то время, то тот, кто не спаслал Коран, он же создал человека, он создал этот мир, он всемогущ. Он обладает силой делать то, что он пожелает. И это заявление изложил он. И если мы мусульмане, если мы не заслуживаем этого, что заставляет нас думать, что мы унаследуем власть на земле? Нам нужно вернуться к Корану. Нам нужно вернуться к примеру пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Нам нужно вернуться к повиновению Аллаху. Нам нужно снова вернуться к соблюдению. И нам нужно вернуться к страху перед Аллахом. Нам нужно снова вернуться к источникам нашей религии. В противном случае Коран будет оставаться для нас мертвой книгой. Но нашим подчинением, нашей верой, мы сможем оживить эту книгу, и его внедрение в этот день будет таким, как оно было и в другие дни. Коран — это священный текст, претворенный в жизнь
Исторически, это самый приемлемый источник законодательства на протяжении истории за все время. Это источник вдохновения и открытий, более чем для 1,6 миллиардов людей по всему миру. В течение 1425 лет официального существования он служил глобальным правительством, источником знаний, откуда современные университеты получили свой облик, и став источником наук, которые дали ход современным технологиям. Коран – это корень дерева европейского расцвета, названного Ренессансом, который дал плод, современную цивилизацию. Факт несомненный и неопровержимый, следовательно, великим и явным свидетельством осуществимости и устойчивости соблюдения на практике коранических источников является сама современная цивилизация, что является и доказательством на это. На этом я, пожалуй, закончу. Я хочу поблагодарить вас за возможность сделать это небольшое выступление. И также, что хочется сказать, это то, что такого рода выступления на самом деле требует проведения конференций. Такой вопрос, который мы обсуждаем, требует проведения конференций. Нам нужно в Австралии или в любой точке мира, которая представляет западную цивилизацию, может быть в Нью-Йорке, может быть в Лондоне, может быть в Куала-Лумпуре и в других местах, где западная цивилизация заявила о себе, пустила корни. Нам нужно провести конференции по этому вопросу. Применение Корана в современной цивилизации. Таким образом мы сможем немножко конкретизировать, в некоторой степени прояснить проблемы и решения за и против. Все, что мы, мусульмане, хотим сказать тем людям, этим поборникам истины, так сказать, все, что мы им говорим, просто слушайте. Просто слушайте нас, дайте нам тоже голос. Дайте нам те же места и окажите нам тоже уважение. Взгляните немного обратно в историю и подумайте, а затем станьте на миг скромнее. Может быть, после этого вы сможете подумать, что да, действительно, мусульмане внесли серьезный вклад в это общество. У них есть полные и законные основания находиться здесь, как и у нас. И что да, ислам – это законная мировая религия. И она помогла этому обществу и другим обществам, как в прошлом, так в настоящем, так и в будущем. И да, Коран – это источник силы и вдохновения мусульман и ислама. Да, ислам наиболее применим в данном обществе, более чем может быть на практике в других обществах, потому что это общество и любое другое общество в западной цивилизации находится в долгу у Корана. Так же, как я, например, обязан своей матери. Даже если моя мать распутная женщина, неважно, кто она. Я обязан ей, так как она дала мне жизнь. Я говорю этим борцам за правду. Не имеет значения, что вы видите, какие действия совершают некоторые мусульмане. Это цивилизация, дитя и продукт Корана. И это от вас никуда не денется. И если вы дитя и продукт кого-либо или чего-либо, вы должны посмотреть на это. Вы должны уважать это, и как минимум, вы должны сказать, что это естественная, законная взаимосвязь. Большое спасибо. Мой вопрос следующий. Статистика убийств, самоубийств и так далее не приведена по мусульманским странам. Я имею в виду точная статистика. По западным странам упущена. Вы не можете сравнивать ее. Как вы ответите на это? Ну что ж, я отвечу человеку, говоря ему, что статистика изнасилований, убийств, гомосексуализма, наркотиков, алкоголя и всяких других явлений, педофилии. Я просто называю эти явления среди 7 главных явлений. И если вы сами проверите статистику объективно, вы обнаружите, что как минимум она не содержит халатности. Она не сочинена ни в какой степени. Это просто все приведено по существу. Все это дано фактически. Так что вы можете проверить это через Всемирную организацию здравоохранения. Спасибо большое, брат. Вы можете проверить Всемирную организацию здравоохранения. Вы можете проверить энциклопедию Британика. Вы проверьте. Я имею в виду вы, студенты этого университета. Отправляйтесь в библиотеку. Если вы платите налоги, вы можете отправиться в общественную библиотеку. Вы можете проверить сами, если у вас Google, Giggle, Gaggle или что там на вашем компьютере. Я ведь не нашел все это из каких-то тайных источников, из каких-то случайных источников. И так как мы говорим о применимости Корана в западной цивилизации, поэтому я показал эту статистику.
Если бы мы говорили о применимости Корана и о том, как он используется в мусульманских странах, я принес бы другую статистику. В общем, я говорю, что вы сами можете все это проверить. Мне не нужно было говорить про мусульманские страны, потому что различия существенны. Их нельзя даже сопоставить в масштабе 1 к 10. Разъясните, пожалуйста, то, что корни западной цивилизации в Коране. Ну что ж, позвольте мне тогда вернуться к экрану, чтобы обосновать мое утверждение, которое я продекламировал чуть раньше. Потому что я заложил в основу тезис о том, что западная цивилизация заимствовала кое-что из Корана. Давайте же посмотрим сюда. Современная медицина сегодня. Сегодняшняя современная медицина в большом долгу у мусульман. Астрономия. Первые, кто понял строение неба, были мусульмане. Навигация. Первые, кто составил маршруты по морю, были мусульмане. Хорошо, идем дальше. Геология была основана мусульманами. Физика, социология. Ибн Хальдун, отец современной социологии. Офтальмология, оптометрия, сельское хозяйство, алгебра, химия, университеты, изучение положения людей. Я говорю, все это начальные науки, начальные институты, которые не были рождены или претворены в жизнь в западной цивилизации, но были рождены и начали жить из Корана и исламской цивилизации. На основе этого я говорю, что западная цивилизация построила себя на основе Ренессанса. Ренессансом назвали годы просвещения. И они создали себя на основе просвещения. Кто принес им это просвещение? Это были мусульмане, несущие Коран. Поэтому я говорю, что фрукты современной цивилизации находят свой стебель в эпохе Возрождения, которая находит свои корни в Коране. Это аналогия, данная мной. И я думаю, что эта аналогия верна и точна. Вы упомянули о том, как Коран помог медицине, навигации и так далее. Можете ли вы дать конкретный пример? Что ж, я отвечу тем же человеку, который задал этот вопрос. Я говорю вам, если вы откроете энциклопедию Британика, просто поищите. Поищите в энциклопедии Британика. Если вы поищете историю алгебры, отыщите историю физики, историю алхимии. Само слово «алхимия» происходит от «аль-камиль», означает «полная сущность всех субстанций». Это была химия, или, как ее назвали, алхимия. Если поищите историю алгебры, кто дал первую формулировку? Образец алгебры – это Аль-Джабир. Если посмотрите на алгоритмы, это был Аль-Хорезми. Его ведь так звали. Если вы будете искать, найдете введение в ноль, для того, чтобы мы могли считать. Мусульмане ввели 0, цифр. Даже цифры, которые мы используем сегодня, они называются как? Арабские цифры. В общем, что я имею в виду? Мы можем показать столько разных примеров, чтобы продемонстрировать, что корнями того, что мы используем сегодня, являются ничем иным, как Коран. И вдохновение, законодательство – это откровение Корана. Фактически, современные власти западных стран сегодня, они даже строят свои столицы, строят дороги, формируют свои города по такому же методу, как создавали и сами мусульмане. Я говорю, что как минимум, я не пытаюсь здесь сказать, что западная цивилизация в долгу перед нами, и она должна нам что-то выплачивать, или оказывать нам какой-то вид доверия, который нам не положен. Я говорю, что как минимум, они должны оказать нам доверие, которое они обязаны оказывать. Вы построили что-то за счет кого-то. Если вы построили что-то за счет кого-то, окажите им внимание. Если вы вошли на землю, где уже обитают люди, и вы сказали, что вы открыли ее, если вы хотите называть себя австралийцами, то граждане Австралии по меньшей мере должны поделиться благами с теми, кто первоначально населял эту землю. Это ваша минимальная форма уважения. И окажите чуточку больше уважения, если вы пришли на землю, где уже были люди, а затем вы начали там жить. Я просто использую это как образец и тезис для утверждения, что да, Коран, несомненно, имеет способность к применению в современном обществе, потому что он, по большей части, является компонентом современного общества, как и сама современная цивилизация. Я говорю то же самое сестре, которая сидит у редактора, предоставившего мне эту информацию. Если вы посетите мой веб-сайт или пришлете мне электронное письмо, я пришлю вам некоторую определенную информацию и официально разрешенную информацию по этой теме. И если я новообращенный мусульманин, как мне узнать больше об исламе так, чтобы было возможно сформировать правильное мнение, без подверженности влиянию игры на чувствах средствами массовой информации? Ну что же, первое, что вы можете сделать, вы можете прочитать Коран. Почти каждый сегодня может прочитать Коран, даже без каких-нибудь просьб для этого.
Вы можете войти в интернет, прочитать Коран. Сравните Коран с любым другим священным писанием. Прочтите биографию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует. Я вам говорю, что он самый мудрый, самый глубокий человек за всю историю человечества. Если вы хотите укрепиться в этом, что же, я предлагаю вам, сравните его с вашим премьер-министром. Сравните его с отцом этой австралийской общины. Сравните его с Джорджем Бушем. Сравните его с Пифагором. Сравните его с Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином. Сравните его с тем, с кем вы хотели бы его сравнить. Чарльзом Дарвином, например. Сравните его с кем хотите. С вашим отцом, дедушкой, с любым, кого вы любите, с вашим любимым футболистом, певцом. Сравните пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, его привычки, его поведение, его этикет, его ценности, его характер. Сравните его по всем этим сторонам и сравните его с тем, кем вы хотите быть. Человек достоин человека, следующего его примером. Я говорю, что это один из способов, которым вы можете познать ислам и оценить ислам без влияния средств массовой информации. Читайте из Корана. Читайте его. Сегодня Коран можно скачать из интернета. Даже страницы будут переворачиваться по вашему клику. Что ж, я постараюсь перелистать всю книгу. И вы просто делаете так же, и у вас это получится мягче. Вы сможете читать, вы сможете прочесть 10 аятов, подумайте о них. Сравните их с другими 10 аятами. Подумайте о них, сравните их. Посмотрите на них объективно. Думали ли вы о них? Когда вы читаете, чувствуете ли вы, ощущаете ли вы, что это от другого, от кого-то, кто не похож на людей? Когда вы это чувствуете, восстанавливаетесь ли вы? Когда он, Коран, отвечает вам на вопросы морали, чувствуете ли вы нормы закона, читая его? Видите ли вы этот источник? То это речь того, кто обладает властью, способного править. Говорит ли он подобным образом? Говорит ли он как человек? Или говорит ли он как группа людей? Видите ли вы в нем, в Коране, нечто отличное? Поэтому я говорю людям постоянно, читайте Коран, изучайте жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует. Потому что это два источника ислама. После этого посмотрите внимательно на мусульман. Потому что мы просто люди. Мы не являемся лучшим примером ислама. Но если вы прочитаете Коран с открытым умом и открытым сердцем, и если вы посмотрите на жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, на эти два источника, которые привлекли меня в исламе, и эти два источника держат тех, кто в исламе, эти два источника являются феноменом того, что 116 тысяч людей на Западе приняли ислам в прошлом году. 79 тысяч людей приняли ислам в прошлом году в Америке. 31 тысяча приняла ислам в Соединенном Королевстве. Остальные приняли ислам в Австралии и в других частях стран Европы. Я сказал 116 тысяч людей, таких же, как и вы. Человек, который задал мне этот вопрос, принял ислам в прошлом году. И с 11 сентября 2000 года, с момента этого серьезного и трагического случая, с момента того происшествия, 262 тысячи людей приняли ислам на Западе. 262 тысячи – это большая цифра. Это 250 000 людей, изменивших свое мнение, изменивших свой курс. Тех, кто прочитал Коран, тех, чью жизнь тронул Мухаммад, да благословит его Аллах приветствует, которые полностью изменили свой жизненный курс. Те, кто решили изменить свои имена, потому что исламские имена лучше для них. Те, кто женились на мусульманках, те, кто раньше были далеки от исламских семей. И сейчас они ходят в мечеть вместо посещения церквей, синагог, буддийских храмов или индуистских храмов. Или, может быть, на то время они вообще были атеистами, а сейчас они верят в Бога. Может быть, в исламе они нашли то, что искали всю свою жизнь. Они просто не знали, что есть Коран. Они просто не знали, что есть Коран. Они искали пример для подражания. И они ничего не знали о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах приветствует. Эти 262 тысячи людей – это феномен. Потому что это такие же люди, как и вы. Они не просто какие-нибудь бедняки или те, кто сидит в тюрьмах. Бедные люди в тюрьме, просто в темноте ищущие что-нибудь, что можно прочитать. Нет, это люди среднего класса. Рабочие, выпускники учебных заведений, сыновья и дочери судей и сенаторов, конгрессменов, сыновья и дочери мэров американских городов, доктора, адвокаты, инженеры, преподаватели. Эти классы людей принимают ислам. Потому что я говорю, если те люди открыли свои сердца, открыли свой разум, если они нашли ислам, значит в последующие 3 года это число может быть намного больше. Только Аллах наставляет на прямой путь. Мы мусульмане. Мы не приводим людей в ислам. Мы не молимся за принятие человеком ислама. Мы молимся за свои семьи.
Мы молимся за наших друзей. Но мы предлагаем встать на правильный путь. Мы делимся истиной. Но только Аллах наставляет на прямой путь тех, у кого открытые сердца и открытый разум. Кстати, человек, который задал вопрос, если вы хотите объективно поговорить об исламе, иногда скажем, если бы я вытащил из кармана $100 и сказал вам, послушайте, за каждый заданный вами вопрос я буду давать вам $100. Вы бы, конечно, захотели узнать, в чем тут подвох. Я говорю, здесь нет подвоха. Я просто хочу, чтобы вопросы были заданы вами искренне. Каждый вопрос, который исходит от вашего сердца, я отвечаю на него и даю вам за это $100. Это будет очень ясное побуждение. Я говорю вам, чем быстрее вы сможете задать вопрос, тем быстрее вы получите $100. И на ваши вопросы об исламе будет отвечено. Просто как по щелчку. Это не трудная религия. В ней нет ничего замудренного. Это не религия философов. Это не религия, где для того, чтобы что-то понять, нужно углубиться в нее. Это религия простых людей, тех, кто на улице, даже заключенных, тех, кто служит в армии, сражающихся, идущих на смерть. Это религия интеллектуалов, это религия рабочих, религия мужчин и женщин, религия детей. Если ислам не может быть понят детьми, тогда его не поймут и главы государств. В общем, если знаете, может быть, обстановка обеда вам более приятна. В таком случае мы можем сесть, выпить мохито, если у вас открытое сердце и открытый разум, пока этот мохито будет выпить или остынет. Мы ответим на эти вопросы. Потому что если вы действительно хотите выпить и способны размышлять, у вас открытое сердце и открытый ум, то мне не понадобится много времени, чтобы ваше сердце было тронуто этим. Хорошо. Ассаляму алейкум. Валейкум салам. Вы не упомянули самое злое явление в западной цивилизации, а именно распространяющееся как эпидемия, катастрофические показатели развития игорного бизнеса. Я не упомянул о 9 или 10 частей зла, потому что я побоялся, что это будет перегибом. Да, азартные игры и ростовщичество, возможно, самые опасные явления в цивилизации. Поэтому, если я пропустил некоторые явления, не вините меня. Я думаю, это вполне очевидно. Если я что-то пропустил, то это из-за графика и перегрузки. Ассаляму алейкум, валейкум салям. Что вы скажете о международной торговле? Ведь люди торговали еще до того, как был ниспослан Коран. Как международная торговля была выработана в Коране? Поймите, я не сказал, была выработана. Я сказал, что он, Коран, стимулировал. Я дал вам один пример. Был так называемый шелковый путь. Китайцы отправлялись из Китая в Персию. Это было еще за 3000 лет до нашей эры. Но что случилось, когда Коран ниспослался, как откровение, а затем в 8 веке, когда мусульмане начали отправляться в Персию по направлению через Китай со своими товарами, и когда они общались с другими людьми на протяжении их долгого пути из-за этого маршрута. Только по этой причине я делал очерк, работал над набросками. И до меня дошла новая информация. На основе этого 2 разные цивилизации были выведены Кораном. Воздействием Корана. Мусульмане путешествовали по торговым маршрутам. 2 цивилизации в общем. Я говорю вам, если вы подумаете, посмотрите назад в историю. С 8 века. Да, с 8 века до 13 века вы обнаружите, что были образованы 4 цивилизации через торговавших мусульман, путешествующих из одной точки в другую. Не армиями, а мусульманскими торговцами. И какое же было различие между этими торговцами и теми, которые были прежде? То, что эти торговцы несли с собой Коран, вдохновение Корана. И когда они селились в разных местах, основывали место стоянки, они предлагали Коран как источник реформации, как источник законодательства. Они женились на тех людях. Они предлагали Кораном урегулировать вопросы, и люди принимали это. Как результат мы обнаруживаем 63 миллиона мусульман, называющихся китайцами. Посредством мусульманских купцов. Я сказал, что источником такого воздействия был Коран. Поищите, зайдите в Google, введите слово «Коран» и «международная торговля», «историческая торговля». Введите эти названия.
И вы убедитесь в том, что я говорю. Я проводил свои исследования таким же образом. Вы говорили о глобальной эпидемии СПИДа. Вы сказали также, что это эксперимент по сокращению населения, что на самом деле так оно и есть. А достоверно ли, что это может быть формой кары Господа человечеству за гомосексуализм? Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я только знаю, что гомосексуалисты переносят болезни более тяжело, чем остальные. Но я не могу сказать, что это было проклятием Господа на гомосексуалистов. Я не могу этого сказать. Да, еще вот что. Я хочу, чтобы вы знали, что сегодня в Африке, где большинство людей умирают от СПИДа, 60% людей, погибающих от СПИДа или болеющих СПИДом в Африке, они не заражаются половым путем или из-за принятия наркотиков. Они родились со СПИДом. Поэтому тайный умысел имеет более глубокое значение, чем вы можете себе представить. Он уходит намного глубже. Я думаю, что изучив этот феномен, вы сможете понять воздействие, удар на общество, боль и трагедию этой болезни. Затем вы поймете, когда мы будем говорить о теории заговора, когда мы будем говорить об этом, вы поймете. Поймете, может быть, чуть лучше. Итак, вопрос. О применении Корана в современном обществе. Нужно ли нам мало или более непонятно написано? Нужно ли нам немного философского, может быть, она это имела в виду, подхода в этом деле? Нет, не нужно. Потому что в Коране есть разные виды аятов. Есть в Коране аяты, которые называются мухкамат, и аяты, которые называются муташабихат. Мухкамат — это аяты, сами по себе являющиеся хукмом, что значит решением, постановлением, утверждением. Следовательно, да, мы принимаем их в прямом смысле, потому что это аспекты законодательства. Затем есть аяты муташаббихат. Аллах говорит: это аяты муташаббихат. Аллах использует тамсиль, Он использует примеры. Так что мы не берем их прямо, но мы берем их на основе того, о чем было сказано, и к чему оно относилось. Они, эти коранические знаки, которые ведут нас к пониманию Корана. Однако да, некоторые аяты мы берем их буквально. Например, когда Господь говорит о себе, мы не пытаемся объяснить это, потому что Аллах говорит, и Он лучше знает то, о чем Он говорит, о Его именах, о Нем самом. Вот то, что Аллах повелел нам делать, мы принимаем это буквально, потому что для нас это руководство. Но когда Бог дает нам пример, тамсиль, когда Он приводит нам метафору, мы не должны принимать это буквально. Структура повествования, структура аята, способ, которым он был дан, способ, которым объяснил его пророк, да благословит его Аллах и приветствует, признаки говорят нам, как мы должны понимать его. Поэтому люди, которые хотят изучить Коран, они должны пойти к людям, которые имеют квалификацию в науках Корана. А Аллах знает лучше. Делал все, что делаем вы и я. А по ночам выстаивал молитвы по 4 и 5 часов подряд. А на следующий день сражался в битвах, выстраивал армии, давал наставления и приказы, разъяснял Коран, улучшал нравственность людей. Как мог человек делать все это и при этом выстаивать по 4 или 5 часов в молитвах за всю ночь? Каким же должен быть человек, чтобы делать все это? Позвольте мне вам рассказать, что после того, как Христофор Колумб вернулся и закрепил эту землю для короля Фердинанда и королевы Изабеллы, они отправили туда еще больше кораблей. И в течение 150 лет они дестабилизировали, унизили, убили, ликвидировали, уничтожили 89 миллионов коренных индейцев, как они их называли, чтобы контролировать то, что они называли новым миром. Так, у нас уже есть 56, 89. Давайте посчитаем все цифры. Сколько?
487 миллионов. Это почти 500 миллиарда человек. Они никогда не назовут все эти действия, весь этот беспредел, все это беззаконие, все эти вторжения, криминал, оккупацию, дестабилизацию, убийство и насилие, преступления против человечества, они никогда не назовут их как? Терроризм. Это невероятно. Как понятие может быть навязано миру, у которого широко открыты глаза, и во все времена люди ходят в церковь, читают Библию, разговаривают со своими священниками, их лидерами, между собой, вокруг обеденного стола, молятся Богу с открытыми или закрытыми глазами, и не понимая при этом Троицу, но соглашаясь с ней, что это просто мистика, которая не поддается объяснению. Позиция ислама относительно этого – это то, что в общем, роль мужчины – это защищать. В общем, по большей части, защищать, представлять. Как, например, вы никогда в истории не услышали бы, что одна страна идет с войной на другую страну, посылая против нее только женщин. Такого не было. И в этом есть причина. Учитывая полную свободу, Америка все же посылает женские отряды, так как в основном, отвечая на вопрос этой леди, они равны перед Богом, но они не одинаковы. И если здесь пробежит крыса, то женщина сразу сделает вот так. А мужчина сделает вот так. Но ведь так же. Неужели вы думаете, что если он совершит утреннюю молитву, он перестанет планировать ограбить банк? Или мужчина звонит женщине, или женщина звонит мужчине, они хотят встретиться. Итак, когда мы встретимся? До обеда или после обеда? Лучше в обед. Хотя нет, подожди, ведь полуденная молитва. Ну хорошо. Давай перед тем, как все это сделаем, сначала помолимся. Так, что ли? Хорошо, помолились. Надо увидеться. У тебя или у меня? Нет, к тебе очень долго ехать, потому что уже время послеобеденной молитвы. Совершили молитву, увиделись у тебя дома. Что будем делать? Что-нибудь выпьем, проведем время. Ой, а уже время вечерней молитвы. Да не бывает так. Весь смысл молитвы, как сказано в Коране, воистину молитва — это защита и поддержка против плохих поступков, которые совершает человек. И в один день она проснулась, и она одевает никаб, и покрывается полностью. Больше никакой помады, больше никаких духов. Она больше не общается с мужчинами и больше не работает, так как она понимает, чтобы сохранить свою честь, сохранить себя, она остается дома и присматривает за ним. И ее муж говорит: что с тобой? Она отвечает: вчера я прочитала аят из Корана и прочитала хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И это заставило меня плакать и думать о моей религии. И я больше не хочу так жить. И он отвечает ей: тогда ты мне больше не нужна. Ты стала экстремисткой. И вот она уже стала чуждой. Хвала Аллаху. Если он бросит ее, мы просим Аллаха даровать ей такого же чуждого. Соседи мусульмане, мусульмане-сотрудники, мусульмане-коллеги по работе. Это именно те люди, которые блокируют путь для людей к пониманию ислама. Потому что люди запутались, и они в замешательстве от таких мусульман и их ислама. И часть из нас, раскрывая это сокровище,
неподобающим образом иногда сбивает с прямого пути и мусульман. И сейчас это сокровище открыто, ясное и чистое, без примесей, для каждого, кто его хочет видеть. И я спрашиваю, любого из немусульман, который сидит здесь, этим вечером, я хотел бы поделиться с вами этим сокровищем. لا إله إلا الله